как оформить отчетность о том, какой был выбран вид деятельности после первого года использования гектара? Здравствуйте, Нелли Николаевна. В течение года, не после года, а в течение года вы должны определиться с видом разрешенного использования, каким видом вы хотите использовать свой гектар, и подать соответствующее уведомление в уполномоченный орган. После того, как поступит данное уведомление, в течение 5 рабочих дней уполномоченный орган должен вам либо отказать, либо принять данное решение и направить кадастровый паспорт о выбранном вами виде разрешенного использования. Тем самым происходит изменение сведений о госкадастре недвижимости. Мы работаем в одной организации. Можем ли подать коллективную заявку на бесплатную землю? Нургена Михайловна, конечно, вы можете подать заявление. Здесь данным федеральным законом нет родственных отношений. Любой гражданин может собирать в группу своих единомышленников, и таким образом можно подать коллективную заявку. Здесь нет никаких ограничений. Могут ли дети претендовать на дальневосточный гектар? Нургена Сергеевна, да, дети могут претендовать. И данным законом как раз таки сказано, что любой гражданин Российской Федерации имеет право получить дальневосточный гектар. Будь это новорожденный ребенок, у которого есть документы СНИЛС и свидетельство о рождении, будь это пенсионер, любой гражданин, имеющий документы. Обязательно ли выезжать на Дальний Восток, чтобы получить землю? Нургена Сергеевна, если вы подаете из другого субъекта, вы можете посредством сайта на Дальний Восток подать заявку, оформить, но освоение участка это будет происходить уже непосредственно лично на том же участке. Надо приехать. Сколько участков может получить заявитель и какой площадью? Нелли Николаевна, мы неоднократно это говорили. Максимальная площадь одного участка по дальневосточному гектару – это 1 гектар на одного человека. Коллективом это до 10 человек, 10 гектаров можно подавать. Но вы можете брать индивидуально 1 гектар, можете и брать не меньше. 10 соток, 5 соток, как вам душе угодно.